В Абхазии начала работать программа оказания помощи на дому. Организована она Международным Красным Крестом в 1997 году. В 2011 году эта программа была передана в Министерство труда и социального развития Абхазии. Программа предназначена для пожилых, больных и одиноких людей. В городе Ткварчал в этой программе состоит 50 человек. Их обслуживает 12 соцработников, то есть в среднем один из них работает с 4-5 подопечными. Работа сложная, трудная, порой неблагодарная, потому что все люди разные. Подопечные бывают как лежачие, психбольные. Не всегда возможно угодить, но наши соцработники очень стараются. С каждым подопечным заключается контракт, и там указано, какие услуги. В основном это надо посетить дважды в неделю, у некоторых каждый день. Кому-то надо сделать покупки, получить пенсию, убрать, постирать. Так что у них у всех расписано, что они должны делать. Но приходится делать гораздо больше. Потому что соцработники уже несколько лет обслуживают их, они становятся им как свои родные, близкие люди. И делают все помимо услуг. В этом доме живет семья, которая получает поддержку по программе помощи на дому. Мать и дочь Валентина Федоровна, 92 лет, и Жанна Шотовна, 66 лет. Последние 2 года Жанна Шотовна передвигается с помощью инвалидной коляски. Она не в состоянии ухаживать ни за собой, ни за своей матерью. Всю сознательную жизнь Жанна Шотовна проработала учителем математики в 4-й Ткварчальской средней школе. Говорит, что помощь им потребовалась только с момента ее болезни. 5 лет, как болезнь скрутила, и оказались беспомощны. Ей 92 года. И вдвоем, родственников нет. Служба наша, ЦИЦу, она как член семьи уже стала. Приходит, там все, что надо, сделает, там что-то принесет. В общем, очень благодарны ей, что она нам делает. Спасибо большое, кто вообще организовал это. Потому что когда безвыходное положение, деваться некуда. Только надежда на нее. Старшее поколение этой семьи – Валентина Федоровна. Она бывший медик, всю жизнь проработала помощником санитарного врача в Ткварчальской санэпидстанции. В свои 92 года она не теряет бодрости духа, а о своей помощнице говорит с теплотой и юмором. Мы привыкли к ней. Она к нам привыкла. Цицо, 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 цицо. Цицо тут как тут. Она придет столько, сколько захочем мы. Телефон существует. Позвонил, тут как тут нарисуется сразу. Никогда не помню, чтобы она отказала или опоздала. 5 по поведению. В эту семью соцработник приходит 2-3 раза в неделю, но есть подопечные, которых необходимо посещать ежедневно, а то и дважды в день. Бывает, что одинокий человек проживает далеко, на окраине города. В этом случае чаще всего соцработнику приходится добираться пешком. Транспорт ходит нерегулярно, а то и вовсе отсутствует. Утром, вечером пешком постоянно. С нижнего участка на верхнем. Очень... 1,5 километра туда, 1,5 сюда. Каждый день. Утром, вечером. А сколько в день у вас подопечных? Бывает 3-4. Туда, сюда, сюда. И до скольки ваш рабочий день? Рабочий день у меня кончается в 7 часов вечера. 1 круг пройдешь. Потом иногда бывает 2, и все. Каждый день с дома выхожу. В 7:30 я уже на работе бываю. Подойду человека, надо полностью поменять. Каждый божий день стираю. Утром и вечером каждый день стираю. Машинка – это единица именно. Стираем руками. У Цесаны Чкадуа 5 подопечных. По словам соцработника, более или менее хорошо живут те пожилые люди, которые получают российскую пенсию. На нее соцработники покупают лекарства, продукты и хозяйственные товары. Гораздо труднее людям, живущим только на абхазскую пенсию. И, к примеру, в Ткварчале таких 22 человека. Те, которые абхазские пенсии, проблемы очень сильно. То есть там тяжело с продуктами, тяжело? Да. Я есть, который дома готовлю. И с дому приношу. Человек 1500.
много не возьмешь. Я к всему обращаюсь, всему. Я и мэру города, заммэру города. Всем внимание уделяют. Бывает, когда трудно, они мне выписывают, там деньги тоже дают, вот чтобы я могла там лекарства купить, чтобы я могла даже элементарные памперсы купить. Да, есть у нас такие люди хорошие, что помогают. Да. Но сейчас люди живут с 1500 рублями, которые не получают российскую пенсию. Для своих подопечных Цисана Чкадуа окошко в мир. Она и поговорит, и присмотрит, и лекарства даст. Для самой Цисаны эта работа, несмотря на ее тяжесть, тоже важна. В некоторых местах, да, вообще вот идешь, дверь открываешь, ключ у меня, дверь открываешь, ты заходишь, и вот кусок хлеба принесешь, она ждет тебя с этим. Это очень такое вещь. В Скворчале мы посетили 79-летнюю Люсю Кокоеву. В этом городе она живет уже 52 года. Работала медсестрой в различных медучреждениях, на швейной фабрике, в милиции. У Люси слабое сердце. С 2003 года ей поставили ишемию. По программе оказания помощи на дому Люсю Кокоеву обслуживает сотрудник Собеса. Все делает, и боль моет, и все делает она. Да, и покупает, принесет, все. Каждый день мы с ней вот встречаемся. Если воскресенье выходной, и у меня я тоже на работе, да, то мы созваниваемся с ней, что-то ей нужно, что-то. То у меня внучечка есть, я там что-нибудь купим, что-то, и то, что она захочет. Вот. И тут же прибежит девочка. И... Так что она все время у нас вот, ну как вот своя, как родная. Квартира Люси Кокоевой уже давно нуждается в ремонте. Денег на это у нее нет, а материальной помощи, которую ей недавно выделили, хватило только на ремонт полов. Проблема и шумные соседи. Интересы своей подопечной неутомимо отстаивает соцработник Валентина Багаева, которая при необходимости обращается и в администрацию города, и к своему координатору программы ухода на дому. То, что они в силах, они, пожалуйста, и вот я пойду выслушать Анатольевна, что-то подскажет, вот куда обратиться, куда что. Мы обращались, вот с ее слов тоже говорят, давайте в администрацию обратитесь, пригласите тех ребят, которые вот у нас по ремонту, там по этому самому, как ее, вот мы приглашали их, они посмотрели, все посмотрели, но говорят, денег нет. Вы у нас на, как говорится, на балансе, или как это самое, как в списке для ремонта, а помочь ничем не можем. Но в самом деле так страшно, у нее ванна, все, потолок прям вот висит. Я просто вот боюсь заходить. И на кухне такая же история. Спасибо, что вот так вот. Да, спасибо, это не знаю я. И вот в самом деле, вот как бы она одна, она без родственников. Еще один адрес, по которому мы отправились в сопровождении сотрудников Министерства труда и социального развития, многоэтажный дом в селе Ачгуара. Здесь живут две бабушки – Ия Григорьева и Анна Рускина. Ия Григорьевна почти 20 лет проработала в местном совхозе. Своей помощницей Светланой Каличава она очень довольна. 6 часов утра приходит готовить нам. Наготовить нам, стирает, ну, все делает она. И она меня смотрит 3 года. Я ей очень довольная. Такой нету. Когда холодно, нагревает бутылки, чтобы тепло было. А печки нет у меня, обогреватель. Вы все время лежите, что ли? Мне лучше лежать. Потому что сидеть я плохо вижу, не вижу вообще. А лежу, когда немножко мне потолок видно, так стены. Ия Григорьева перенесла 3 операции на глаза, но в силу разных причин они не помогли. Сейчас пожилая женщина хотела бы снова посетить врача-офтальмолога в Сухуми, но пока такой возможности у нее нет. Ия Григорьева дружит со своей соседкой, бабушкой Аней. Говорит, без нее было бы совсем скучно. Это бабушка мне помогает. Я всегда... Света приводит меня сюда к бабушке. Мы с ней вдвоем лежим. Потому что одной можно с ума сойти. Вот лежи, целый день в потолок смотри. Я не хочу отсюда никуда, потому что у меня здесь и муж похороненный. И я думаю, здесь буду.
Анна Рускина приехала сюда в 1958 году из Саранской области. До приезда в эти места никогда не видела, как растет чай. Устроилась в местный совхоз, собирала чай, была передовиком производства. Благодарности мешок. Работала, а вот постарела не то. Ну, что делать? Некуда, никого у меня нету. Анна Васильевна с молоду была хрупкой женщиной, но работать могла без устали. Таскала мешки весом 20 килограмм. В пожилом возрасте упала и сломала бедро. Сейчас практически не ходит. В быту Анна Васильевна совсем не притязательна. Все хватает. Что надо, все покупаем. Я не жадный кушать. Рыба купит. Все хватает, все. Как родная сестра мне. Нечего говорить. Все хорошо. Жаловаться ни на что не надо. Все есть, все есть. Кто-нибудь приходит из села, там, с района, кто-нибудь заходит, спрашивает, как вы живете? Кто тут люди? А сейчас люди не считают. Все три коллеги друг друга ненавидят. А что надо, не знаю. Или боятся, или что, не знаю. А кто тут? Нету людей. Соцработник Светлана Каличава ухаживает за пожилыми женщинами уже около 4 лет и старается помочь своим подопечным, чем только может. Очень хороший контакт. Не дай Господь Бог, если я задержусь где-то, мне надо будет поехать в Очимчире. Допустим, я сказала, приеду в 2, а приехала в 3. Тут уже паника, уже у нее давление поднимается, уже это ворожит на карты и так далее, и так далее. Контакт есть, но я умею с ними обращаться. Что умею я с ними. Я никогда голос не повышаю, никогда. Всегда спрашиваю, а что вам приготовить, а что вы хотите, а что вам надо. А что им надо? Им надо внимание и еда, больше им ничего не надо. И хорошие отношения. Все, что им надо больше. Это ходить не может, а она ходит, но не видит. Вот я ее с дому приведу сюда, тут она посидит, они там на своем языке поговорят что-то вспомнят, что-то это, и все. Вот такое общение у нас. 1 октября отмечается Международный день пожилого человека. Подопечные дома-интерната для престарелых в Сухуми, что при Министерстве труда и социального развития, ждали в гости нашу съемочную группу и представителей Министерства труда и социального развития. Вместе мы посмотрели небольшой концерт, организованный сотрудниками дома-интерната. Каждый из них, включая директора, на некоторое время стал артистом. И глаза ваши станут светлей, и огня никому не дадут, ведь внучат любят больше детей, только я переверну ничего. Дорогие мои старики, дорогие, я вас сейчас расцелую, молодые мои старики, мы еще повоюем. Публика не оставалась безучастной. Вместе с организаторами праздника пожилые люди исполняли частушки, читали стихи. Даже немного танцевали. Подготовились к Дню пожилого человека и юные ученицы 10-й средней школы столицы. Я с бабушкой своею дружу давным-давно. Она во всех затеях со мной заодно. Я с ней не знаю скуки, мне все приятно в ней. А бабушкины руки люблю всего сильнее. Сегодня лучший день на свете, улыбки казусы добрее, теплее, ярче солнце светит, и настроение веселее, от души зла и счастья много-много долгих лет, ну а главное здоровье, чего до розы в жизни нет.
В завершении праздника каждому подопечному в честь Дня пожилых людей вручили подарки. В Сухумском доме-интернате для престарелых и инвалидов проживает 50 человек. Жизнь здесь начинает кипеть с самого утра. Подъем у нас 7:30, утренний туалет, это у нас 30% из общего числа, это лежачие больные. Затем в 9 часов у нас завтрак, около 2 часов у нас обед, в 4 часа у нас полдник. Вечером в 6-6:30 у нас ужин с книги, у нас есть лото, какие-то игры играть. Для проживающих в доме-интернате соорудили игровую зону. Здесь пожилые люди могут погулять и подышать свежим воздухом. Кроме того, в качестве трудотерапии во дворе был разбит небольшой огород. Не так давно здесь собрали неплохой урожай овощей, а сейчас посадили зелень. Мы здесь участвуем, и там тоже огурцы были хорошие, большие. Помидоры тоже хорошие были, всем бабушкам раздавали, что кто кушает, пускай на здоровье. Когда работаешь, лучше, не работаешь, плохо становится, клянусь вам. За проживающими в доме-интернате для престарелых наблюдают медики. Дежурная медсестра Манана Осия работает с пожилыми людьми около 5 лет. Мы стариков своих любим, это труд для Господа Бога. Не любя, здесь нельзя работать, действительно. В самом деле это так, потому что иной раз такие старики попадаются, сами дети отказываются и уезжают. Вот. А мы их жалеем, и тещем, и любим, и целуем. В общем, они для нас семья, и мы для них тоже. По словам людей, проживающих в доме-интернате, они довольны и условиями жизни, которые здесь для них созданы, и медицинским уходом. Удобно, очень хорошо. Заведующий очень хороший, золотой человек. Все хорошие наши, что за нами ухаживают, смотрят, все хорошие люди. Я не ходила с ногой, здесь лежала, здесь и сама встала, и начала ходить потихоньку, расходилась, и вот уже могу с этой ходить немножко. Сначала дома мне приходили, меня убирали, обслуживали, а потом в последнее время я не могла, пришлось мне прийти сюда. Я живу одна, никого у меня нету. А здесь прекрасно. Подруги есть. И с медперсоналом тоже дружим. Скажите, а медицинское обслуживание, медицинский уход нормально? Достаточно? Очень хорошо. Насчет этого даже нет сомнений. Все хорошо. Государство полностью взяло на себя расходы по проживанию, уходу и питанию пожилых людей в доме-интернате, так же, как и по медицинскому обслуживанию. К сожалению, потребность в проживании в этом учреждении у пожилых людей растет. Об этом свидетельствует заявление, поступающее от граждан Министерства труда и социального развития. В Абхазии, я считаю, что отдать должное действительно вот такое учреждение такого уровня. Я вам серьезно хочу сказать, что в России тоже поискать. Потому что на каком уровне здесь осуществляется уход за пожилыми гражданами, такого я, например, в России видела мало. Многие наши подопечные, которые ранее были в программе «Помощь на дому», в настоящее время уже находятся в доме для престарелых. У нас, конечно, вот когда уже совсем беспомощные, которым нужен постоянный уход, тогда уже, конечно, они уже просятся, чтобы их определили в дом-интернат. На данный момент в Абхазии в программе оказания помощи на дому состоит 160 человек. В основном это получатели российской пенсии. Около 60 человек из них живут только на абхазскую пенсию. Именно им Министерство труда и социального обеспечения в рамках программы оказания помощи на дому выделяет из республиканского бюджета пособие в размере 1000 рублей ежемесячно. В программе пожилые люди всех национальностей. У нас в основном, конечно, большей частью это русские, потом все национальности, там и абхазцы, и греки, и армяне, и грузины, все национальности. Продукты, моющие средства, те, кто, значит, получает пенсию Российской Федерации, они, значит, им соцработники покупают на их деньги. Те, которые не получают, мы им доставляем хозтовары. Это, значит, порошок, гель, а моющие средства это только тем, кто получает пенсию абхазскую и госпособие. Что касается оплаты труда соцработников, то при очень высокой нагрузке она составляет лишь 50 рублей в час, без учета налогов. Это примерно 5-8 тысяч рублей в месяц. Причина, по словам представителей Министерства труда и социального развития, в недостаточном финансировании со стороны государства. Что касается, обеспечения со стороны государства, да, я хочу сказать, что
Конечно, естественно, хотелось бы, чтобы это обеспечение было гораздо выше, лучше, но все это по мере финансовых возможностей нашей страны, нашего бюджета. К сожалению, насколько возможно, настолько максимально мы это и осуществляем. У нас в год финансирование 5 миллионов. Конечно, я считаю, что можно было бы еще добавить, чтобы как бы, если бы социальным работникам чуть добавить заработную плату, потому что вот на сегодняшний день очень сложно, на эту работу идут неохотно. Просто приходится иногда умолять, просить, потому что много людей, которые особенно лежачие больные, к ним идут неохотно. И поэтому, если бы финансы позволяли, тогда как бы легче было бы. Все сотрудники социальной сферы, с которыми нам довелось пообщаться, чуткие, бескорыстные и отзывчивые к чужой беде люди. Ни маленькая зарплата, ни тяжелый труд не являются для них причиной плохо выполнять свою работу или хуже относиться к тем, кто от них зависит. Ведь главный приоритет для сотрудников социальной сферы и самого министерства – это благополучие человека. Мы для людей. Не люди для нас, а мы для людей. Кто бы ни пришел, с каким бы вопросом ни пришли в наше ведомство, мне кажется, во всяком случае, все уходят удовлетворенные ответом со стороны наших специалистов, нашего министерства. Да, какие-то бывают, естественно, серьезные вопросы, которые мы пытаемся решить, решаем. Все сложно. Но не должно быть в Абхазии очередь в дом престарелых. Не должно такого быть. Мы должны своих стариков досматривать, не дом престарелых. Вот. Никакое государственное, никакое казенное никогда не улучшает. Только свое родное. Свои стены родные помогают, свои люди родные помогают. Так что я хочу, чтобы наша молодежь, наше, так скажем, молодое поколение, всегда думали о своих стариках. Да, действительно, они уже никогда молодыми не будут. А мы будем такими же, как они. Благородное дело социальной защиты человека требует от государства немалых затрат. Но здесь речь также может идти о приоритетах. И чтобы нам не было стыдно смотреть в глаза своим старикам, просто необходимо поднять уровень социальной защиты одиноких, больных и пожилых людей на более высокую ступень.